Доброе утро, дорогая церковь. Рад вас всех видеть, рад вас приветствовать. Добро пожаловать на воскресное богослужение Церковь Краеугольный камень города Якутска. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы будем совершать то, ради чего мы сюда пришли. Будем совершать богослужение. Аминь. Сначала давайте мы благословим сегодняшнее собрание, мы помолимся Господу. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за милость Твою, благодать к нам. Господь, благодарим Тебя за этот день чудесный, за погоду, у нас потеплело. Слава Тебе, Господь, за все. Мы отдаем в Твои руки это собрание, сегодняшний день, и мы просим у Тебя Твоего благословения и Твоего благоволения, Господи, на сегодняшний день, на сегодняшнее собрание. Господь, и мы просим Тебя о том, чтобы каждый человек здесь, он пережил встречу с Тобой. Господи, каждый из нас, мы в чем-то нуждаемся, Господи. Мы нуждаемся кто-то в ободрении, кто-то в исцелении, кто-то в назидании, Господь, кто-то в наставлении. И я прошу Тебя, Господи, пусть каждый, он получит то, в чем он нуждается. Может быть, даже он сам этого не знает, Господь. Господи, но прежде всего мы нуждаемся во встрече с Тобой, потому что Ты источник всего, Ты источник ободрения, Ты источник вдохновения. Господь, Ты даешь все нам. И мы просим Тебя, Господи, дай нам пережить Тебя. Никто пусть не уйдет равнодушный, Господи. Мы ожидаем не человеческой мудрости, Господи, но мы ожидаем встречи с Тобой. Хотим переживать Тебя в нашей жизни, Господи. Я провозглашаю, пусть это будет реальностью. В жизни каждого человека, Господь. Переживать Тебя, переживать присутствие великого Бога. И мы отдаем это собрание в руки Твои, Господи. Делай, что Ты хочешь, двигайся, как Ты хочешь. И используй нас, как Ты хочешь, Господи. Послужи через нас, нашим братьям и сестрам вокруг нас, Господи. Во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал: Аминь. Давайте мы дадим аплодисменты Господу, и мы прославим Его. Аллилуйя, Господь! Твой крест меня к Тебе влечет, душа моя поет, душа моя поет. Твоя любовь меня к Тебе зовет, душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Твоя любовь спустилась к нам с небес, душа моя поет, душа моя поет. Призвал меня Ты милостью Своей, душа Тебе поет, душа Тебе поет. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Мы будем петь и славить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Oh
может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, идущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, омывшись в души моей, что лучше может быть любви Твоей, что лучше милости Твоей, идущей нас домой к Тебе, что лучше может быть любви Твоей. Петь славы, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Петь славы, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Господа в каждом дне, ибо Он достоин, Он простил и искупил нас, воздадим Ему всю славу. Простил, меня Ты искупил, спас от смерти Ты меня, свою жизнь отдал, грехи мои забрал. Буду славить лишь Тебя, не забуду никогда. Для Тебя моя хвала, для Тебя вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, моя мечта, Ты мой мир, моя судьба. Я живу лишь для Тебя, Иисус. Радость подарил, благодать излил, мое сердце изменил, возлюбил меня, с тобой счастлив я. Буду славить лишь Тебя, не забуду никогда, что Ты сделал для меня, Иисус. Для Тебя мои слова, для Тебя моя хвала, для Тебя вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, моя мечта, Ты мой мир, моя судьба. Я живу лишь для Тебя, Иисус. Мигин быһанылы Ölütten bosqoladın Olaqın berdin Anılarımın sürdün Eye xeyremdiler Anda ondan soğan Tuğu en ağır bukun meğen Eye xeyremdiler Ay kalam yılır duğan Eye xeyrin oğlun Iisus Sürdüğün bağasana Eye'nin dolar жылған Eye xeyrin oğlun Alıbın Gündüğün verdi Ölümünü tüzetti Süren kıyılar etti Taptadın beyi Eyübün eygi
Каждый день нашей жизни мы хотим посвятить Тебе. Ты видишь сердце, ты знаешь мысли, я Тебе отдаю не мои. Прощен и свободен, и верю всем сердцем, что лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе! Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя, лишь для Тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, горы раздвинешь, только руку к Тебе протяну. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя, лишь для Тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя, лишь для Тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя. Еще раз! Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя, лишь для Тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для Тебя. Только для Тебя, Господь, мы славим Тебя, наш Бог. Вся жизнь наша в Твоих руках, наш Иисус.
Тебя превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес. Поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес, превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, поклоняемся Тебе, мы превозносим, мы славим имя Твое, Господь, превыше небес, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя. Святой Господь. Великий Бог, Ты достоин всей чести, и всей славы и всей хвалы. Мы поклоняемся Тебе, Господи. И мы приносим перед Тобой все наши нужды и слагаем их пред Твоими ногами, Господи. И мы просим Тебя, Господь, восполни всякую нужду каждого человека, кто присутствует в этом зале. Также, Господи, всех людей в нашей церкви, кто отсутствует по каким-то причинам, находится дома или в отъезде. Господи, мы просим Тебя за каждую нужду. И прежде всего, Господи, мы просим Тебя за всякого болящего, Господи. Всякая болезнь, которая есть, которая присутствует сейчас в теле у тех, кто здесь в зале, я запрещаю именем Иисуса Христа и провозглашаю исцеление. Всякая болезнь да оставит тебя во имя Иисуса Христа. Будь здоров, просто божественное здоровье. Господи, я прошу Тебя, пусть всякая болезнь, вирус, он обойдет стороной. Даже есть какие-то симптомы, Господь. Ибо Ты великий Бог, Тебе все возможно, Господи. Господи, мы просим Тебя также за тех людей, Господи, из нашей церкви, и также за наших родственников, кто был призван и находится в зоне специальной военной операции, Господи. Мы просим Тебя, Господь, убереги их, пусть Твоя рука, она будет над ними, Господь. Сделай так, чтобы они вернулись домой живые и здоровые, в целости и сохранности. Господи, мы также просим Тебя за всю эту ситуацию, Господь. Пусть мир, он настанет быстрее. Господь, у Тебя на все свои сроки, Ты над всем держишь свою руку, и ничто не уходит из-под Твоего контроля. Но наше желание, чтобы как можно быстрее был мир, Господь. Также мы просим Тебя, Господи, чтобы мирное небо, оно сохранилось над нашей страной, над нашей республикой, над нашим городом, Господь. Дай нам жить в мире, Господи. Господи, мы просим Тебя за наше начальство светское, за мэра нашего города,
за президента нашей республики, за главу нашей республики, за президента нашей страны, Господь, за парламентариев. Господи, мы провозглашаем Твою волю в жизнь нашей страны. Господь, пусть Твоя рука, она будет над нашей страной. Веди наших лидеров, Господи, вдохновляй их, вразумляй их, Господь. Пусть они исполняют Твою волю, Господи. Мы просим Тебя о том, чтобы страх Твой, он был в жизнях этих людей. В том смысле, чтобы они исполняли то, ради чего они поставлены. Чтобы они улучшали жизнь людей. Они делали жизнь в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране к лучшему, Господь. Мы благодарим Тебя за все перемены, Господи, которые есть и в нашем городе, и в нашей стране. И мы верим, что наши дети, они будут жить еще лучше, Господь. Что мирное небо, оно будет над нашей страной. Господи, просим Тебя об этом. Господь, мы просим Тебя также за все церкви в Якутии, по Дальнему Востоку, в нашем Союзе, Северо-Восточном и также по всей России. Господь, у Тебя одна церковь. И мы просим Тебя, вдохновляй, побуждай пасторов двигаться за Тобой. Пусть лидеры во всех церквях, они слышат голос Твой и исполняют волю Твою. Господи, мы просим Тебя, чтобы церкви, они занимались тем, к чему Ты их призвал. Одно призвание, одно великое поручение у нас – идти и проповедовать Евангелие до краев земли. Распространять Евангелие, Господь, по всей земле. Это то, к чему призвана церковь. Мы не призваны вести политическую борьбу. Мы не призваны заниматься какой-то благотворительной деятельностью. Это хорошо, но прежде всего мы призваны говорить людям об Иисусе. Потому что только через Иисуса спасение. И мы для этого существуем и этим живем, Господи. Пусть все помнят это. Господь, пусть единство будет посреди верующих, среди церквей, Господь. Несмотря на все обстоятельства, которые есть. Мы молим Тебя об этом и провозглашаем это. Единство. Единство и радость и мир. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Аллилуйя. Слава Богу, и сразу хочу сказать, не садитесь. А то сейчас кто-нибудь уже сядет, вот уже сели, я заметил. Я шучу. Просто у нас так много людей, которых давно не было, мы давно не виделись. Есть люди, которых, лично я вижу первый раз. Вы меня простите, у меня может быть память не очень. На лица, особенно на имена, не обижайтесь на меня. У каждого свои особенности, вот у меня такая вот особенность. К чему я это говорю? У нас добрая традиция. Но сегодня 3 человека, минимум 5 человек возьмите, это прям такое повеление. Подойдите к кому-то, это обязательно. Кого увидите первый раз или давно не видели, и скажите что-нибудь хорошее. Благословить по-русски – это сказать хорошее. Скажи, как хорошо выглядишь, будь здоров. Еще что-нибудь. Не оставайтесь на месте. Давайте мы пообщаемся буквально пару минут. Пока не надо. Нет, пока не надо. Я потом. Хорошо, и пока мы еще друг друга приветствуем, благословляем, дети и подростки, выходите сюда вперед перед сценой. Вы знаете, у нас добрая традиция, мы на каждом собрании благословляем детей, мы молимся за них. Дети, выходим сюда.
Саян, выходи сюда. Хорошо, вы знаете, что у нас добрая традиция. Мы благословляем детей и молимся за них. Если не хочет, ничего страшного, мы помолимся там. Кто-то приходит, дети, если сидят на своих местах, ничего страшного. Мы даже благословляем тех, кого нет здесь на собрании. Да? И вы знаете, что у нас сегодня гость находится? Ну как гость? Уже общение можно прекращать, ребят, все уже. Уже все, мы уже молимся дальше, уже все, завязываем общение. А то просто такой гул стоит, как... Мы подождем, пока все успокоятся. Да, все не успокоятся. Так, у нас добрая традиция, мы благословляем детей на каждом собрании. И вы знаете, что благословить это что? Сказать благое. Современным языком это хорошее. Провозгласить в жизнь людей, детей что-то хорошее. Потому что наши слова, они имеют значение. И я не могу упустить такую возможность, потому что у нас не совсем гость, да, как бы наш человек, можно так сказать. У нас есть люди в верхах. Свои. Отец 7 детей, да. Многие из которых уже выросли, но еще их много, сколько еще вырастет. И давайте мы попросим Андрея, нашего епископа, чтобы он повел нас в молитве и благословил детей. Дорогие, да, у нас есть свои в самых верхах. Это Иисус. В самых верхах есть свой, да. Я вот, прежде чем мы помолимся, хочу сказать вам, некоторые только в воскресенье вместе со всеми произносят какие-то слова благословения на детей. Но если у вас есть дети, я вас просто хочу вдохновить. Говорите им хорошие слова дома. Вдохновляйте их, говорите, какие они красивые, какие они умные. Вот это благословение. Говорите, дети в этом нуждаются. Вы знаете что? Даже каждый из вас в этом нуждается. Разве не так? Все хотят, а дети тем более. И у нас, у родителей, есть власть в их жизнь говорить слова, которые будут их созидать. Понимаете? Поэтому давайте мы благословим. Дети, драгоценность вы наша, все такие талантливые, умные, красивые, замечательные. Все у вас в жизни будет хорошо. Отец, мы благодарны Тебе за эти драгоценные сокровища, которые Ты доверил нам. Мы благодарны Тебе за каждого, кто здесь присутствует и кого здесь нет. Мы говорим от лица Твоего в жизнь наших детей. Мы говорим, да будете вы жить в процветании, да будете вы ходить в здоровье, в крепости, да будете вы преуспевать в делах своих, да будет во всем успех в вашей жизни, покров Господа над вами, защита от всякого зла, благодать Господа да будет укреплять вас в учебе и в дальнейшем в той профессии, которую вы изберете, да будете вы преуспевать. Мы благословляем вас, чтобы у вас были здоровые, счастливые семьи. Да будете вы прекрасными матерями, отцами, мужьями и женами, хорошими руководителями, хорошими специалистами. Благословляем вас. Процветайте во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, дорогие, присаживайтесь на короткое время. И у нас не совсем стандартное собрание сегодня, не только по причине того, что у нас есть гость, но также, кто если помнит, приблизительно всегда в конце января мы проводили молитвенный марафон за Израиль. И вы помните, 2 года назад, 2 года или не 2 года, я уже забыл, пандемия все смешала. То есть у нас как-то из-за этого прервалось. Мы делали, помните, совместное с другими церквями евангельскими в нашем городе, в гостинице «Полярная звезда». У нас был марафон такой большой. Сегодня мы также хотели бы сказать, этот марафон молитвенный, это память о жертвах Холокоста во время Второй мировой войны. И, Любовь Николаевна, можно вас попросить поделиться? Недолго, коротко, прежде чем мы будем двигаться дальше.
Добрый день, драгоценные. Дата 27 января, это будет уже на этой неделе, да, является Международным днем памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1945 году, советские войска освободили заключенных концлагеря Аушвиц, это Освенцим. Дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 2005 года. И с того дня во всем мире отмечается этот день, вспоминают о страшной трагедии, которая произошла не так давно, и массовом уничтожении 6 миллионов евреев, 1,5 миллиона из которых это дети. Это была треть всех евреев, которые проживали в то время на земле. Представляете, каждый третий период Холокоста. В Израиле День Холокоста, еще его называют День Холокоста и героизма, отмечают в апреле и мае. И связано это с тем, что именно с 19 апреля по 16 мая 1943 года было восстание евреев в Варшавском гетто. Период Холокоста он включает 12 лет. И он длился с 1933 года по 1945 год. В январе 1933 года что произошло? К власти в Германии пришли нацисты. И они утверждали, что немцы являются высшей расой. И ставили себе целью создание такого расово чистого государства. Помните в кинофильме «17 мгновений весны», когда зачитывали характеристики определенных героев фильма, там звучало такие слова: «Истинный ариец, характер нордический, выдержанный». Это не так о себе. Ну а евреев они считали низшей расой. Это недостойные были люди, как свиньи для них. Представляли, и поэтому они считали, что это они представляют угрозу так называемому германскому расовому обществу. И цель нацистов состояла в том, чтобы уничтожить всех евреев, которые проживали в Европе. Всех. Это был еврейский вопрос такой. Что такое Холокост? Это слово означает жертва сожжения. Холокост – это, конечно же, катастрофа. И евреи этот период называют Шоа своим словом, что означает разрушительный вихрь. Но знаете, не существует такого термина вообще, который бы мог отразить всю суть этой страшнейшей трагедии. Я поделюсь тем, как я описала сущность этого термина в своем стихотворении. Что означает Холокост? Нетрудный вроде бы вопрос, но если прочь словарь убрать и сердцем слово описать, то это смертный приговор невинным душам. Наш позор не только частный, общий грех, трагедия евреев всех, живая память, Яд Вашем. Не мой вопрос, за что, зачем прервались жизни, как струна. Один народ, судьба одна, настигла в третий раз Шоа, несчастье, бедствие и мрак. Но верю, что Всевышний благ, те души в небо вознеслись. Ты все равно за них молись. Еврейский народ выучил урок истории катастрофы. И когда был произведен опрос, буквально несколько лет назад, 40% израильтян верят, что Холокост может произойти вновь. 43% опрошенных выражают беспокойство по поводу того, что государство Израиль находится в опасности разрушения. Но, как видим в свете последних событий, даже там некоторые стали забывать историю. Что уж говорить тогда о всем остальном человечестве? Многие не сделали правильные выводы с того времени. Христиане за небольшим совершенно исключением практически ничего не предпринимали в защиту евреев в период Холокоста. Мало того, Холокоста вообще не было бы, если бы не было подготовительного этапа
церковного антисемитизма. В современных церквях нет явно выраженного антисемитизма, то есть нету такой враждебности по отношению к евреям. Но что есть? Есть равнодушие к судьбе Израиля и евреев. А равнодушие – это отношение, дорогие, и оно тоже убивает. Равнодушие убивает. Почва для возникновения современного нацизма, а он, согласитесь, что есть, поднял голову, это обыкновенное невежество, когда подрастающему поколению не рассказывают о трагедии Холокоста, не помогают сформировать правильное мировоззрение, правильное мнение на этот счет, когда извращается и переписывается вообще история. Идет замалчивание этой темы и нередко отрицание того, что Холокост вообще был. Мы должны сделать так, чтобы и будущее поколение не забывали уроки Холокоста. Для этого, в том числе, и Церковь евангельских христиан проводит уже в 4-й раз всероссийский марафон памяти жертв Холокоста и восстановления Израиля. 4-й. Первый раз мы провели в 2020 году, в январе месяце. Не помнящие прошлого не имеют будущего. Это очень такая фраза, не помню, кто сказал, но это ведь это так и есть. Мы, христиане, призваны показать всему миру свое негативное отношение к этому жесточайшему явлению и сделать это не только на словах, но и в делах. Кто как может. Сегодня у нас есть возможность пойти на места массового уничтожения евреев, чтобы вместе с евреями установить там памятники и написать имена убитых на их могилах. Только в России таких мест более 500. Но, к сожалению, по большей части они заброшены. Мы с вами именно в 2020 году делали, когда был первый марафон, мы собирали деньги конкретно на обустройство подобных памятников. Целевой сбор был. У некоторых евангельских христиан в России, в Москве точно, есть на Дальнем Востоке, где регулярно проходят межцерковные молитвы за Израиль. Молитвы за то, чтобы подобное, оно не повторилось никогда. Помните, что каждый из нас – это тот человек, который может изменить мир и историю. Ведь во Христе у нас есть полномочия влиять на всю духовную атмосферу в мире. Я хочу предложить вам сегодня еще 2 стихотворения, которые посвятила этой трагедии. Один из них называется «Беспрецедентность Холокоста». 20 век. Нацизм в рассвете. 12 долгих лет подряд. Смертельный вирус, словно ветер, летал, не ведая преград. Так воплощалась жизнь идея стереть с земли еврейский род. Избрав его на роль злодея, погнали с прежних мест народ. Тотально уничтожить расу. Неслыханная цель войны. Как видно, помутился разум не только у вождя страны. Сообщником преступных действий был цвет Германии. Но как? Они не видели в злодействах тяжелый грех. Где Божий страх? Беспрецедентность преступлений, садизм, жестокость без границ, создание подразделений безжалостных солдат-убийц, бесчеловечность в каждом шаге, в идее, в тактике, в делах, могилы общие во врагах, от трупов пепел на полях, хотя масштаб ошеломляет, а жертва все же встает вопрос. Еще есть те, кто отрицает факт геноцида, Холокост, Шоа Израиля, реальность. Не дремлет враг, сплетая сеть, пока к нацизму есть лояльность, угроза повторения есть. Вы знаете, это стихотворение написала в 2016 году, в феврале месяце. Последние сроки, мне кажется, не оказались пророческими, так как угроза повторения геноцида превращается в какой-то степени уже в реальность, только по отношению к русским. Потому что в мире существует лояльность к нацизму. И последнее стихотворение – это «Вакцина от нацизма». Нет повода для оптимизма. Создать вакцину для нацизма нельзя искусственным путем. Напрасно в это верим, ждем.
Но есть естественное средство, в нем сила жизни, совершенства. Ее Спаситель подарил, когда любовь через крест явил. Вакцину жизни дал он миру, бессилен пред любовью вирус. В лучах добра нет места злу, свет поглотит любую мглу. Но люди медлят прививаться, на ум привыкли полагаться, на то, что их, лаская слух, костер нацизма уж потух, на то, что ярость просто шалость, на образованность и здравость, на то, что вирус побежден, иммунитет же сохранен, на роль запретов, страх последствий, на память о войне из детства, на нравственность и гуманизм. Но жив, как прежде, враг нацизм. Лишь дар небес спасти мир может. Пошли, прозрение людям Божие, излей в сердца любовь свою. Об этом я тебя молю. Драгоценные, и сейчас мы помолимся за Израиль, за то, чтобы это не повторилось. Я попрошу, чтобы и вы вместе со мной, чтобы это нас повел этой молитве, драгоценный наш епископ, пастор Андрей. Давайте поднимемся на наши ноги и помолимся. Почему называется молитвенный марафон? Потому что начинается он с Чукотки у нас в России, Командорские острова, и везде, где есть церковь, везде молятся. Я утром смотрел трансляцию нашего служения во Владивостоке, и там также совершали молитву. И вот сейчас подошло время нам вместе с вами помолиться. Нужно хранить эту память, чтобы не повторилось такой трагедии. Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе, Господи, что Ты избрал народ израильский. Мы благодарны Тебе, что через него Ты дал нам Слово Свое. Мы благодарны Тебе, что через этот народ Ты послал Спасителя в мир, чтобы спасти каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что этот народ смог пронести веру в Тебя через века, через все преследования, которые они перетерпели, через все унижения, через всю боль они прошли и остались с верой в Тебя, Господи. Благодарим Тебя за народ израильский. И мы сегодня от всего сердца говорим: да будет процветать Израиль, да будет Божий покров над этим народом, над этой страной. Господи Боже наш, помоги нам, людям, любящим Тебя, хранить память о тех жертвах, которые были принесены во время Второй мировой войны. Господь, помоги нам хранить эту память, чтобы больше не поднялась эта змея нацизма, которая уничтожает целые народы, целые нации. Господи Боже наш, да будет благодать Твоя с народом израильским и с церковью Твоей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Прежде чем мы перейдем к слову, у нас есть еще одно немаловажное служение. Вы знаете, что это десятины и пожертвования. И можно попросить, вот у нас вот эти вот 3 ведра по рядам пустить, да. Если вы первый раз в церкви, вы не понимаете, может быть, вы не первый раз, но вы не знаете, зачем, почему, я вам хочу сказать, что церковь, она существует за счет добровольных, еще раз хочу подчеркнуть, добровольных пожертвований. Никто никого не принуждает и не заставляет, хорошо? Написано, что доброохотно дающего любит Бог, поэтому, если Господь Он положил вам что-то на сердце, вы можете пожертвовать. Также это можно сделать в электронном виде. За моей спиной вы видите номер карты. Я верю, скоро мы вырастем, и у нас будет QR-код, не побоюсь этого слова, куда можно будет навести и сделать перечисление. Вот. Хорошо. И также что? Давайте мы еще раз поднимемся, и мы еще раз Господа прославим. Одна песня, прежде чем мы перейдем к слову. Хорошо?
Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой пусть пребудет, даст сердце мир. Да пребудет с тобой Бог, да презрит Он лицом своим на тебя защитой. Пусть будет, даст в сердце мир. Аминь, 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 аминь. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой пусть пребудет, даст сердце мир. Аминь, аминь, да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Да пребудет Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох твой, каждый выдох, каждый вдох твой, каждый выдох. Он откроет, Он с тобою ранним утром, поздней ночью. Он твой воздух, твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит. Божья милость среди тысяч поколений в твоем роде, в твоем доме, в твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох твой, каждый выдох, каждый вдох твой, каждый выдох. Он откроет, Он с тобою ранним утром, поздней ночью. Он твой воздух, твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит.
хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит с тобой пусть пребудет, даст в сердце мир. Храни, Господь, каждого в этом мире, Иисус. Пусть будет мир в каждом сердце, Иисус. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Аллилуйя. Да, и присаживайтесь, и давайте мы поаплодируем нашему прославлению. Те, кто был, несмотря на то, что у нас отсутствует более 5 человек состава, даже как-то и незаметно, да, было, то есть молодцы. Ну, заметно, конечно, но молодцы, спасибо большое. Давайте мы поприветствуем человека, которого вы все знаете, который нам не чужд, еще раз, без всяких шуток уже, да, наш пастор, наш епископ Андрей Александрович Манжосов. Я уже 3-й раз выхожу за сегодня. Бог любит Троицу, да? Ну, еще раз доброе утро всем. Всегда, когда вижу людей в церкви, мне хочется им сказать, что сегодня одно на 100% вот правильно, что вы находитесь здесь, а не где-то в другом месте. Это на 100% правильно, что вы в правильном месте и в правильное время. Так что кого-нибудь можете ободрить. Молодец, что пришел сегодня. Кто был у нас вчера на семинаре? Кто был вчера на семинаре? Вы получили для себя что-то? Помните, с чего начинался семинар? Мы говорили о том, кто Бог. И мы говорили о том, что вот в христианстве Бог – это Отец, Сын и Дух Святой. И что Он называет себя, что Он есть любовь. Верно? Бог есть любовь, то есть сущность Его, основное как бы качество Его – это любовь. Это сущность Его. И любовь – это про взаимоотношения, верно? Вот об этом мы говорили. И об этом я сегодня хочу проповедовать. Хотя есть песни разные про любовь. И одна из песен есть такая, там, «Не говори мне о любви, о ней все сказано». Но все да не все. Любовь, она многогранна. И в эпоху Возрождения, когда появился светский гуманизм, весь акцент стал делаться, акцент весь перешел на человека как такового, что ему хорошо, вот каким он может быть красивым. И все это выражалось в искусстве, в культуре, и поэзия, все это возвышенное чувство, любовь стало возвышенное чувство. Это возвышенное чувство. О, любовь! Все хотят любить и быть любимыми. О, любовь! У нас Писание записано как минимум на 3 языках. Это древнееврейский, это арамейский и древнегреческий. В древнегреческом языке есть несколько слов, которые можно перевести на русский как «любовь». И там от любви к котлетам до любви между детей и родителей, и агаппа есть, это жертвенная любовь, но я не об этом. Еврейский язык, он более такой, знаете, конкретный, он более такой, в нем намного меньше абстрактных понятий, потому что греческий язык это все-таки язык философов. А еврейский язык, он более такой конкретный. Вот почему Бог дает заповеди, и там все конкретно прописано. Если ты увидел, что у твоего соседа колесо спустило, да,
Скажи ему об этом. Подкачай. Если ты увидел, что Волово упал в яму, ты скажи, помоги вытащить. Очень конкретные какие-то вещи. Потому что язык сам конкретный такой. Может быть, поэтому евреи, они еще при Божьем благословении, может быть, поэтому они в жизни это побольше других преуспевают. Язык – это мышление, как мыслит человек. Поэтому, когда мы учимся говорить правильно, я вчера об этом говорил, когда мы учимся говорить правильно, когда мы понятия называем своими именами, то это формирует также и наше мышление. Но интересно, что в языке еврейском слово «любовь», оно звучит так: ахава. Там корень хав. Этот корень хав значит, это отдельное слово, как стремление к единству, чтобы быть вместе. Но очень интересно, что арамейский и древнееврейский, они очень близкие языки, там различий не так много. И предположительно Иисус, когда был на земле, он говорил на арамейском. Потому что в то время арамейский был очень распространен язык. После того, как народ израильский побывал в пленении в Вавилоне, появился арамейский язык. Это смесь древнееврейского с языком, на котором разговаривали в Вавилоне. И в арамейском языке слово хав, вот это слово хав, это значит давать или дать. Я буду давать. Таким образом, корень слова любовь — это значит дать. Любовь, она всегда дает. Похоть, она берет. А любовь дает. И, знаете, кажется, здесь ни о каких чувствах не сказано. Но как же без чувств? Нам хочется что-то чувствовать. Мы же существа эмоциональные. Да, это нормально. Но чувства никогда не должны быть тем, что нами руководит. Чувства, как правило, это следствие тех мыслей, которые в нашей голове, тех решений, которые мы принимаем. Принял правильное решение, и хорошо так внутри. Чувства не должны нами управлять. Мы это понимаем, потому что они не постоянны. Если мы водимы чувствами всю нашу жизнь, тогда нас будет штормить то в одну сторону, то в другую сторону, потому что чувства не постоянны. Сегодня человек говорит: я тебя люблю, а завтра ты слышишь, это он что сказал? Я тебя убью? И все может измениться в одно мгновение, потому что чувства, они не постоянны. Но если мы говорим о том, что сущность любви – это даяние, это значит давать, тогда для нас становится понятен золотой стих Библии. Какой золотой стих Библии? Вы знаете, какой золотой стих Библии? В котором вся суть Евангелия. Знаете, какой? Да, правильно. Можно его вывести на экран? Иоанна 3,16. И давайте вместе его прочитаем. Подскажете, когда он появится у меня за спиной, да? Вы его и так знаете. Давайте прочитаем вместе. 3-4. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он появился или нет? Давайте еще раз. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вопрос: как Бог возлюбил мир? Как Он возлюбил его? Так, что отдал. Не так, что чувствовал что-то сильное такое, что «О, я не могу, я так люблю этот мир, ты не представляешь». Нет, там не говорится об этом. Там говорится о том, что Он так сильно возлюбил, что отдал. Вот в этом проявление любви Божией, что Он что-то отдал. И не просто «нате Боже, что мне не гоже». Он отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Он что-то отдал. И этот золотой стих Библии говорит нам о природе любви. Природа человека такова, что человек
в конце концов начинает любить то, во что вкладывает. Не правда ли? У кого есть дача? У кого есть дача? Я заметил, что те, у кого есть дача, и те, кто там что-то выращивает на этой даче, по осени, когда у них там что-то выросло, вы знаете, они всем рассказывают. Представляешь, у меня такие помидоры. Сейчас я тебе фотографии покажу. И ищет фотографии, он там фотографирует специально, в соцсетях выставляет. Мой урожай. Там помидор, ну на рынке можно и как бы лучше купить. Нет. То, что на рынке, его не интересует. Почему? Потому что он вот в эти помидоры конкретно он вкладывался, понимаете? Он ездил на автобусе, деньги платил. Я думаю, люди столько денег тратят на эти дачи. Сколько тут... Я пошел, купил на рынке, это дешевле. Но нет же, человека это не волнует, то, что на рынке. Посмотри, на колхозных полях выросли тонны помидор, которые намного лучше, чем твои. Но его не интересуют эти тонны. Почему? Да потому что он вкладывался в эти помидорки. И он так любит, он хвалится ими. Понимаете? Мужчины, которые свою машину любят и вкладывают, в нее постоянно вкладывают. Потом уже, когда пришло время продать, они не могут ее продать. Не потому, что никто не покупает, а потому что я столько в нее вложил, я не могу с ней расстаться уже. Ну, она же у тебя скоро развалится. Ну, знаешь, сколько я в нее вложил? Как я просто так сейчас продам ее? Один другому говорит, ты знаешь, я уже не могу со своей женой жить. 30 лет живем, все, уже не могу просто. А тот ему говорит, ну разведись, разведись. Ты знаешь, сколько я в нее вложил? Есть заповедь, возлюби ближнего своего, да? Можно ли человека заставить любить? Нет. Знаете, почему мы всегда так отвечаем? Потому что мы сразу же думаем о чувствах. Но если у меня нет чувств, что я сделаю? Я что сделаю, если у меня нет чувств? А ты человек или кто вообще? Что я сделаю? Ну сделай хоть что-нибудь. Но если мы говорим, что любить значит давать, хорошо, нельзя заставить любить, можно научить давать. И знаешь что? В конце концов полюбит. Мы начинаем любить то, во что вкладываемся. И мы всегда вкладываемся в то, что любим. Не правда ли? Вот мама родила ребенка, женщина родила ребенка, и она всю жизнь в него вкладывает. Всю жизнь. И чем больше вкладывает, тем больше любит. Смотришь, ребенок вырос, он столько горя принес семье, но мама все равно продолжает его любить, до конца любит, она готова все отдать. Почему? Потому что с самого зачатия в утробе она начинает в него вкладывать. Любить значит давать, а чувства потом придут. У нас сегодня вечером будет для молодежи семинар. Кто из молодежи здесь есть? Кто придет? Кто решил прийти из вас? Так. 6 человек, всего 7 человек. Что-то я уже думаю, стоит ли. Всего 7 человек. Еще придут, да? Они на служение не ходят на воскресное, но будем верить, что придут. И там мы будем говорить о том, как строить отношения, ведущие к браку. Там мы будем об этом говорить. Но знаете, что интересно? На Ближнем Востоке, когда людям пришло время пожениться, особенно в те времена, когда Иисус был, и еще пораньше немного, знаете, как все это происходило? Родители жениха и родители невесты поговорили друг с другом и говорят, слушай, нашу уже пора выдавать, а нашего уже пора женить, так давай устроим. И они устраивали им встречу. И вот они встретились, друг на друга посмотрели, если увидели, что не противны друг другу, тогда еще одну встречу назначили. И после второй встречи все пошло дальше, как надо. И потом они поженились, и знаете что? И полюбили.
Поэтому браки наиболее крепкие, не распадаются, потому что они не на чувствах строили свой брак, а на осознанном выборе. А может ли быть брак по расчету хорошим? Конечно, может, если расчет правильный. Понимаете, любовь настоящая, она в браке приходит, она рождается. Все это остальное, это не любовь, это влюбленность называют. А потом все это как эти дачные помидоры, знаете, завяло все. И все прошло. Вот. И тогда остается выбор, я буду ли вкладывать, я буду ли продолжать давать или нет. Любить – это значит давать. И вот есть пример такой в Библии. Пошел, значит, слуга Исаака, вернее, слуга Авраама пошел к своим родственникам в Месопотамии, чтобы взять оттуда невесту для Исаака, сына своего. Авраам отправляет слугу, говорит, сходи невесту. Представляете, даже не сам Авраам выбирает, даже не сам Исаак выбирает, а слуга пошел кого-то, выбрал там. Представляете, как на рынке пошел, посмотрел, нормально, ненормально. Но он идет туда, он молится, он переживает, он трепет. Ему такое ответственное поручение доверили. И он молится, говорит, Боже, пусть вот она, вот именно та, которую ты приготовил. И все, он видит Рахиль, вернее, Ревеку, значит, он ей там дарит все эти и говорит, вот ты там женой будешь для господина моего и так далее. И вот они возвращаются, слуга, и он привозит Ревеку. Исаак ее увидел, написано, он ее увидел, взял ее, поженился и возлюбил. Потом, понимаете, возлюбил. Поэтому сегодня так много трагедий жизненных у людей, потому что они говорят о любви, но совершенно не понимают, что такое. Люди, верующие в церкви, говорят, у нас в церкви нет любви. Да ладно. Что это у вас в церкви нет любви? Вы слышали эту избитую историю, когда один мужчина позвонил пастору и говорит, пастор, разве наша церковь не должна людям помогать? Мы же должны любовь являть этому миру. И пастор говорит, ну конечно, а в чем дело, брат? Он говорит, пастор, представляете, на прошлой неделе я встретил человека на автовокзале. Его обокрали, значит, у него украли деньги, его избили, и вот он попал в такую трудную жизненную ситуацию. И я вам звонил, а вы на рыбалке были, пастор. Я звонил администратору церкви, и она тоже сказала, мы ничем не можем помочь. И мне пришлось его к себе в дом пригласить, и я его накормил, он у меня там душ принял, и я ему денег на билет дал, и в конце концов я помог ему добраться до своего дома. Пастор, разве наша церковь не должна проявлять любовь к людям? Пастор говорит, слава Богу, брат, наша церковь послужила этому человеку. Он говорит, как она послужила этому человеку? Ну, в вашем лице. А вы-то сам церковь или кто вы? Или просто проходящий и уходящий? Кто говорит, в церкви нет любви, может быть, тот ничего не дает вообще в церкви. Потому что любить значит давать. Или, может быть, слишком много ожидает к себе. Если человек очень много имеет ожиданий от других, что другие чего-то должны для него сделать, он так много будет разочарован. Чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Жены ожидают от мужей, чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл. Помните, такую песню была, да? Такой, да, и чтобы был еще и красив, и умен, и к футболу равнодушен. Где такие мужчины? Где они? Слишком много ожиданий. Слушай, сестра, а что ты замуж-то не вышла? Я помню, тебе и тот предлагал. Ну,
А вы знаете песню «Чтоб не пел, не курил»? Вот он в мой список не вписался. Не вписался он со своими габаритами. Любить — это значит давать. И если я постоянно ожидаю от кого-то чего-то, если я постоянно ожидаю от кого-то любви, я буду разочарован, драгоценный. Но если я сам настроен, чтобы давать, любить, даже в мелочах, в словах, понимаете, в конце концов, мне будет всегда хорошо на душе и радостно, потому что я никогда в жизни не встречал счастливых эгоистов. Вот ни разу не встречал счастливых эгоистов. Вы встречали? Встречали, да? Есть такие, да? Да. Вы думаете, они счастливые? Им всегда чего-то не хватает для полного счастья. Как Шуры Балаганову, да? 52 тысячи, там сколько там, 32 копейки не хватает до полного счастья. Понимаете? Всегда чего-то не достает эгоистам. Поэтому любить — это значит давать. Давать — это выбор. Значит, любить — это тоже выбор. Любить — это выбор. Если я кого-то не люблю, значит, я такой выбор сделал. Понимаете, в чем дело? И не нужно говорить о том, что я ничего не чувствую. Просто я сделал выбор, ничего не давать этому человеку, не говорить ему хороших слов, не здороваться с ним, отворачиваться, когда он в мою сторону смотрит. Я сделал выбор. И как в той песне, да, поет старой христианской песне: я сделал выбор, и я не поверну. Но лучше тебе повернуть, если ты сделал неправильный выбор, а то в тупик придешь. Хочу с вами прочитать одну историю из Евангелия от Луки. Она такая не короткая история. Ну, может быть, у кого-то есть возможность почитать Библию только во время воскресного собрания. Надеюсь, это не вы, но тем не менее, давайте мы прочтем этот текст. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 48 стих. Некто из фарисеев просил его, то есть Иисуса, вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей. И целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаимодавца было 2 должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в твой дом, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Вот какая удивительная история. Вообще, когда пришел Иисус, Он поднял статус женщины. Если бы вы знали, как до прихода Иисуса Христа, как относились к женщинам, какое отношение было к женщинам, сестры, вы должны все благодарить Христа, потому что Он поднял статус женщины на новый уровень. Скажите, что вы заняты. Посмотрите, в этом тексте, конечно, здесь говорится о том, кому больше прощают, но в этом тексте показана глубина любви,
Глубина любви. Чем же она измеряется, эта глубина любви? Знаете, чем она измеряется? Глубиной даяния. Глубиной даяния измеряется здесь глубина любви. Иисус говорит, она много возлюбила. Почему ты, Господи, решил, что она много возлюбила? Потому что она много дала. А чего она много дала-то? Вы знаете, Бог, Он ни в чем не нуждается. Не правда ли? Вы знаете об этом или нет? Братья и сестры, я смотрю, такая атмосфера, видимо, я убаюкиваю вас, да? Убаюкиваю. Как кот Баюн. Может быть, нужно что-то сделать, чтобы так проснуться немного. Не надо ничего делать. Точно. Возьмите, братья, вот здесь вот помните немножко. Вот эти штуки, помните. А сестры сестрам сделайте это, помните вот здесь чуть-чуть, разомните. А у вас так просто вот так слушай. Ясно, ясно. Эта женщина, она была грешница. У нее была профессия, которую называют самая древняя профессия. Она была блудница, современным языком, она занималась проституцией. Она занималась проституцией. Она вошла в этот дом, она туда вообще не должна была входить. И она припала к ногам Иисуса. И знаете что? Конечно, этот фарисей осудил ее, потому что он прекрасно знал, кто она такая. И мне интересно, откуда он это знал? Никакая женщина, которая занимается такими делами, не пишет у себя на лбу: я занимаюсь этим. Откуда он знал? Ну ладно, это другой вопрос. Она припала к ногам Иисуса, и она начала плакать, и слезами своими, и потом волосами вытирать, и целует ноги Иисуса. А потом взяла вот это масло, которое, это знаете что, она работала упорно, терпя унижение каждый день, чтобы вот это купить себе. Почему? Потому что очень важно в ее профессии, чтобы был приятный запах. И это не дешевая штучка была. И когда Иисус говорит, она много возлюбила, что значит много возлюбила? Она так смирилась пред Христом. Бог ни в чем не нуждается, но когда я смиряюсь перед Ним, я показываю Ему свою любовь. Когда я смиряюсь перед Ним, я показываю Ему свою любовь. Она волосами головы своей вытирала. Она говорит: Господи, я не хочу мыслить так, как люди мыслят в этом мире. Я хочу мыслить так, как говоришь Ты. Она целует Его ноги и говорит этим самым: Господи, я не хочу говорить слова, которые неправильные в Твоих глазах. Я хочу говорить то, что угодно Тебе. И потом она берет это миро и выливает на Его ноги. И знаете что? И она как бы этим самым говорит: все, что есть у меня ценное в жизни, я отдаю Тебе, потому что Ты намного ценнее для меня, чем что-либо на этом свете. Сколько стоило примерно это миро драгоценное? Сколько оно стоило, благовонное? В другом тексте мы читаем, что оно стоило примерно там 300 динариев. Один динарий считался один дневной заработок. Сколько за день люди сегодня зарабатывают в Якутске? За день. Сколько может заработать в Якутске? Я понимаю, что есть люди, которые по миллиону в день зарабатывают. Есть такие, поверьте. Но мы не о таких говорим. Жаль, что они не ходят в нашу церковь. Мы не о них говорим. Бедные люди не ходят в нашу церковь. А средний заработок какой? 2-3 тысячи. Давайте возьмем 2000. Возьмем 2000. В день человек может заработать сегодня 2000 в среднем, верно? Значит, дневной заработок 2000, если это умножить на 300, то примерно 600 тысяч. Вот цена была этого мира. Она берет это миро и выливает на ноги. На ноги просто выливает. А знаете что? Этот фарисей даже не дал Иисусу ноги омыть. А вы знаете, что они возлежали?
Они не сидели, как мы, за столом. Но у нас хорошо, у нас удобно, за столом сидим. Даже если у нас носки дрявые, под столом ничего не видно все равно. Но они возлежали, и ноги, вот они возлежали лицом, головой к столу, а ноги вот они там. И их нужно было омыть, потому что они ходят по пыльным дорогам в сандалиях, ноги пыльные. Но этот фарисей даже не дал ноги омыть Иисусу. Я вообще не знаю, зачем он его пригласил. Но эта женщина, она своими слезами омывала ноги. И это мира вылила. И Иисус говорит ей, она много возлюбила. И поэтому ее грехи прощаются. А как ты узнал, Господь, что она много изменила? Так, много возлюбила? Так это ж очевидно. Посмотри, сколько она дала. Любить значит давать. Можно ли давать, не любя? Конечно, можно. Но самое интересное, если это делать постоянно и делать это от сердца, знаешь, что потом произойдет? Полюбишь. Полюбишь, вложился, да. Любовь – это самое лучшее средство для благовестия. Любовь – это самое сильное средство для благовестия. Вот мы рассказываем другим о Господе, приходи в нашу церковь, у тебя все будет хорошо, Бог даст тебе жену. Да у меня есть жена уже. Ничего, у каждого свои недостатки, да. Приходи в нашу церковь, и все у тебя будет хорошо. Но лучшее средство для благовестия – это не просто слова. Потому что мы вчера говорили на семинаре, что Иисус сначала нужды восполнял людей, да? Он что-то сначала давал, а потом проповедовал, и они принимали. Я хочу вам рассказать пример про одну женщину. Может быть, вы уже слышали эту историю. Она была очень такая, знаете, ревностная христианка. Она всегда в церкви, все помогает везде. Она как святой Герасим, на все согласен. Она и там. И пастор не нарадуется. Вот бы побольше таких людей в церкви, которые везде говорят, что 20% людей делают 80% всей работы. 20% людей жертвуют, и это составляет 80% бюджета церкви. То есть это есть принцип Паретто, да, 20 на 80. 20% усилий дают 80% результата. И вот эта сестра, она такая ревностная, верная, все, а муж у нее неверующий. А она такая святая. И вот она приходит домой в очередной раз после богослужения, приходит такая вся вдохновленная. Ну, после хорошего богослужения люди же вдохновленные приходят. И она приходит тоже такая вдохновленная, а муж сидит на диване, в майке грязной, небритый, такая пепельница полная окурков, пустые банки пивные, и у него в руках пульт от телевизора, и он сидит, листает телевизор, каналы. И она заходит домой, и он ее увидел и расплылся в улыбке. Встает и к ней идет: о, ты моя дорогуша. А она его отталкивает и говорит: отойди отсюда, мне противно вообще. Потому что она святая, понимаете, она из церкви пришла. Он сейчас осквернит ее еще своим прикосновением. Артист. И он еще раз попытался это в другой раз. А потом он просто уже все, даже не встает. Она заходит, он говорит: ай, да ты, привет. И никаких отношений дома. Она в церкви такая счастливая, а дома вот она не хочет домой возвращаться. Потому что там вот этот муж ненавистный, там все не то. Но однажды она услышала проповедь о том, что любить — это значит давать. Она хорошая христианка. Она очень послушная Господу. Она поняла, как это работает. И она приходит домой. Он все так же на своем диване. Все, тоже картина не меняется. И он на нее посмотрел, говорит: а, привет. И она ему говорит: ну и что ты расселся здесь? Давай-ка иди в душ, помойся, побрейся.
я пойду сейчас на кухню, приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Мы поужинаем, а потом мы пойдем в спальню. И все у нас будет хорошо. Знаете, у него сразу мотивация появилась. Он быстро в душевую все. И у них был прекрасный, замечательный вечер. Прекрасный, замечательный вечер. Знаете что? В следующий раз, когда она вернулась со служения, с церкви, он уже сидел побритый, помытый. И ждал, когда будет ужин и все вытекающее. И она начала ему служить, как мужу своему. Пошел какой-то процесс, и проходит месяц, может быть, 2 месяца, не знаю точно, сколько времени прошло, но однажды она в воскресенье собирается в церковь. Обычно он спит себе, но в этот раз она проснулась, а его уже не было в постели. Он встал раньше, и она слышит там что-то, шкаф, что-то там, двери хлопают, шкафа. Она выходит, смотрит, он из шкафа достал костюм, рубашки и рассматривает. Она говорит, что с тобой такое? Ты что это, куда-то собрался? Он говорит, конечно. Она говорит, а куда ты собрался? Он говорит, как куда? В церковь. Любовь всегда побеждает. Понимаете? Мы можем говорить кучу слов, хороших, правильных, и удивляться, ну почему ты не понимаешь? Дубина ты стаиросовая. Почему не понимаешь? Но это не работает. Любить – это прежде всего давать. Драгоценные, я хочу вам рассказать еще одну историю. Есть ли у вас враги? Есть враги у вас? Есть, да? Но остальные не признаются просто. Они у вас есть, может быть, вы просто не знаете об этом. Одна сестра, она работала в хорошей компании. Хорошая компания, у нее хорошая должность, очень хорошая зарплата. Но единственное, что было плохо, это начальница отдела. Это начальница отдела не просто она неверующая, она еще и как человек такая, знаете, не очень. И она так недолюбивала нашу сестру, и она постоянно ей там вот какие-то палки в колеса, что-нибудь там какое-нибудь язвительное, то там делает что-то такое, что ее труд начинает обесцениваться. И, в общем, она так страдала, и она в церкви нашла себе сестер, группу поддержки, которые молились за эту женщину нечестивую. И они молят, о Господи, сделай с ней что-нибудь. Вы так молились когда-нибудь? Не, вы так никогда не молились. Ну, верю. Ну вот они молились, и она страдала очень от этого. Но ей говорили, ну уволься с этой работы. Она говорит, да куда уволиться, мне так нравится, хорошая зарплата, все хорошо, все по душе. Но вот это вот постоянное напряжение. И однажды она одна молилась в очередной раз, и Дух Святой с ней заговорил. Часто мы, когда молимся, мы не настроены слышать. Ну, не вы, не вы. Я, когда молюсь, часто я не настроен слышать, я настроен говорить, транслировать, понимаете. Когда я говорю, особенно мужчины, они одноканальные. У них канал один работает. Если на передачу, то на прием в этот момент не работает. Понимаете? Поэтому она молилась и говорила, много времени она это делала, но она не пыталась услышать, что Дух Святой хочет ей сказать. Вообще, когда у нас в жизни какие-то непонятные обстоятельства, какие-то ситуации, нужно спрашивать у Духа Святого, что ты хочешь, как мне поступить, что мне делать, дай мне свое руководство. А не просто просить, Господи, измени эту ситуацию. Нужно просить его водительства. И вот она услышала, что он ей сказал. Знаете, что сказал ей Дух Святой? Он сказал ей, скоро у тебя зарплата, возьми свою зарплату, положи ее в конверт и благослови эту женщину. Отдай ей всю свою зарплату.
Отойди от меня, сатана. Что? Это что, Бог такие вещи говорит? Как Бог может такое говорить? Это не Бог. Как зарплату все дать? А на что мы жить будем? Кто из 90-х, кто не получал по году зарплату? По полгода, по году. Вы помните это время, да? Нам обещают, обещают и не дают, да? И вот тогда мы все поняли, что люди очень долго могут прожить на деньги, которые им обещали. Мы все это поняли тогда, да? Как люди могут прожить месяц без зарплаты? Да легко. Легко. И у нее такая борьба началась, потому что, ну это серьезно, вы понимаете, возьми зарплату и отдай. Если бы вам сказали, возьми зарплату и отдай, да легко, да? Нет, это нелегко. Есть церкви, где люди дают обещания, есть церкви такие, я знаю такие церкви, где люди дают обещания, и они раз в год жертвуют полностью всю зарплату. В течение года они откладывают часть денег, чтобы им хватило прожить месяц. И потом, когда они получают зарплату, они полностью ее жертвуют. Есть такие церкви. Конечно, у этих церквей хорошие возможности финансовые. Но я не об этом, я вот про эту женщину. И вот она, знаете, она в этой борьбе все-таки решила быть послушной Богу. Самое лучшее в нашей жизни – это послушание. Послушание – это сила. Послушание Богу – это сила. Человек, который Богу не послушен, у него никогда не будет духовной силы. Никогда. Но часто, когда Дух Святой с нами говорит, часто это вызов. Люди говорят: о, Дух Святой, я хочу с тобой общаться. Но когда Дух Святой с нами говорит, это часто вызов. Он говорит нам сделать то, что нам не хочется делать. Он говорит: иди вот к тому и попроси у него прощения, потому что ты его обидел. Дух Святой часто говорит, и это вызов для нас. Но если мы послушны, это силу нам дает. И знаете, что она сделала? Она получила зарплату, положила ее в конверт, пришла к этой женщине и дала ей этот конверт. И сказала: знаешь что, это хочется сделать тебе подарок. И я вот от всего сердца просто прими это как подарок от меня. Знаете, что произошло? Они стали лучшими подругами там на работе. Почему? Потому что любить — это значит давать. А любовь, она всегда побеждает. Любовь всегда побеждает. Она никогда не потерпит поражения. Никогда. Никогда. Скажите аминь на это. Написано: любите врагов ваших. Да? Читали такое? От Луки, 6 глава, 35 стих. Любите врагов ваших. И знаете, как их любить? Как любить врагов? Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. Ого! Да, вот так говорит Господь. И дальше Он говорит: и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Хотите с врагами разобраться? Благотворите им, и у вас не будет врагов. Не будет врагов у вас. Любовь к Богу, она всегда выражается в любви к людям. Потому что, как я уже говорил, Бог, Он ни в чем не нуждается. Ему нужно только наше смирение, чтобы Он нас мог благословлять. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И любовь к Богу, она выражается через любовь к людям. Он ни в чем не нуждается, а люди вокруг меня нуждаются. Я и сам как человек нуждаюсь. И поэтому кто-то говорит: я Бога люблю, я Бога люблю. Я вот песни Ему пою: люблю тебя. У-у-у. А вот там брат или сестра в нужде. И поет он песню, стоит: люблю тебя. Чу, в рваных таких ботинках пришел в церковь, позорит нашу церковь. Может быть, он потому рядом с тобой стоит в этих рваных ботинках,
Может быть, потому что у вас размер одинаковый, а у тебя дома 15 пар обуви. Может быть, поэтому он рядом с тобой стоит. И вот эти «люблю тебя» ООО, а если Библия говорит, если ты видишь, что брат или сестра, они в нужде, то как ты можешь Бога любить вообще? Говорить, я Бога люблю. Бог ни в чем не нуждается. Хочешь Богу проявлять любовь? Ага. Люби брата твоего, сестру твою. Делай что-то для ближних твоих, потому что это и есть любовь к Богу. Аминь. Помните, когда после отречения Петра, Петр, когда отрекся, помните, он отрекся, и потом он так был подавлен. И они пошли ловить рыбу, и он ловит рыбу. И когда он услышал, что Иисус там на берегу, говорят, это Господь. И помните, он выпрыгнул из лодки. Это такая борьба внутренняя. Он не хочет с Иисусом встречаться глазами, потому что ему стыдно, он отрекся от Него. Помните? Он говорит, если все отрекутся, но только не я. И мы всегда Петра почему-то вспоминаем. А там написано, знаете что? Там написано, тоже говорили и все. Там так написано, правда? Тоже говорили и все. Но мы почему-то только Петра вспоминаем. Потому что Петр за всех отдувается. И вот он пришел туда, на этот берег, сел около костра и сидит. И он на Иисуса посмотреть не может. Глаза не может на него поднять, потому что ему стыдно. И вот они кушают. Знаете, Иисус накормил их. Все, и им тепло, около костра согрелись, наелись, успокоились. И тогда Иисус говорит, Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? И Петр говорит, Господи, да, конечно, люблю, ты все знаешь. И Иисус говорит, паси овец моих. Ты любишь меня? Да, я люблю тебя, Господи. Паси овец моих. Ну я тебя люблю, Господи. Паси овец моих. Если ты хочешь любовь ко мне являть, вот люди, паси овец моих. Понимаете, что Иисус говорит ему? И Петр получил откровение. Он получил откровение. Я завершаю свою проповедь. Расскажу вам одну историю завершения. Есть у меня знакомый пастор, очень хороший брат. Ему уже 7-й десяток. Несколько лет назад, может, уже более 20 лет назад, даже больше уже, больше 25 лет назад, он начал церковь. Вместе с женой они поехали и начали церковь, и он до сих пор там служит. Но его история начиналась не так. Когда они были неверующие с женой, они очень плохо жили. Он начал пить, очень сильно пил. Так сильно, что домой не приходил сутками, где-то там в гаражах, вот. И его с работы уволили. Короче, она не смогла с ним жить, они развелись. У них было 2 детей, старшая дочь и сын младший. Они развелись, и она стала жить с другим мужчиной. Этот другой мужчина оказался очень нечестивым человеком. Там была такая печальная история, трагедия была с дочерью. Ну, в общем, все это как-то она пережила. И ей встретились верующие. Они ей рассказали о Господе, она уверовала, она пришла в церковь, и дети вместе с ней. Она рассталась с этим мужчиной, и она была в церкви. А он в это время так сильно опустился, что он стал бомжевать просто. И он в подвале жил и там напивался до потери сознания. Грязный, больной весь. Вот. И вот он там в этом подвале прозябал. Однажды в этот подвал пришли братья наши. Пришли, нашли его там, они его оттуда вытащили, привезли, отмыли, начали служить ему, о Господе рассказали, и он уверовал. И он тоже пришел в эту церковь. И вот церковь большая, вот она здесь с детьми сидит, а он вот здесь. И все же знают, что это в прошлом семья была. И подходят и говорят, ну тебе надо восстановить семью. А он говорит, я не хочу. Знаете почему? Потому что когда он оклемался, оказалось, что он такой мужчина статный. Он такой высокий,
красивый такой, брюнет, понимаете. А в церкви очень много незамужних сестер. И они вокруг него хороводы начали водить. В лесу родилась елочка. Понимаете, у него перспектива такая хорошая появилась в жизни. Выбор такой. И у него борьба. Ему говорят, ты восстанови семью. Он говорит, нет, я не. Это все было до моей веры. У нас уже не было семьи, она с другим жила. Так что знаете, что не надо. И это продолжалось какое-то время. Приезжали гости в церковь, разные проповедники. И он ко всем подходил и свою историю рассказывал. Говорил, ну я же не должен, я же не обязан. Ну а кто скажет тебе, нет, ты обязан? Ну, конечно, никто так не говорил. Но он понимал, что что-то не то вот внутри у него. Он очень искренний человек и очень любит Господа. И знаете что? Однажды в один день он так молился от всего сердца. Вот на него прям, знаете, так, как бывает, как нахлынет. И ты вспоминаешь все, что сделал для тебя Бог, откуда Он тебя вытащил, вот через что Он тебя провел. И вот, знаете, он так это все переживал, и он начал так благодарить Господа. Господи, как я тебя люблю, как ты меня спас. И он, знаете, вот все это благодарит. И вдруг Дух Святой говорит ему, он назвал его по имени и говорит, ты меня любишь? Он, да, Господи, я тебя так люблю. Господи, я очень тебя всем сердцем люблю. И Дух Святой говорит ему, восстанови свою семью. И это сразу, знаете, у него все настроение пропало. Он пытался эти мысли отгонять. Но внутри, в сердце у него, знаете, что было? Сделай это ради меня. И в конце концов он сказал, Господи, я не хочу этого делать, но ради Тебя я это сделаю. И как начал рыдать. И он рыдал, он такую любовь Божию пережил. Господи, ради Тебя я готов это сделать. И рыдал. Его сердце исцелилось полностью. И он восстановил свою семью. Они снова поженились. Они отучились в библейской школе и поехали открывать вместе церковь. Они открыли церковь. Его дети, и дочка, и сын, они верующие, у них свои семьи, они служат в церкви. Это замечательная семья. Несколько лет назад Господь забрал ее. Она ушла к Господу, у нее была болезнь неизлечимая. И знаете что, когда он мне все это рассказывал, он сказал такие слова. Я, говорит, сейчас вот живу один в этой пустой квартире, и как будто половины меня нет. И вот знаешь, какой половины нет? Самой лучшей. И знаешь, что он говорит? Он говорит, я ни разу не пожалел о том, что сделал это ради Господа. Он говорит, у нас были разные, и у нас и конфликты было, и все было после этого. Но, говорит, я ни разу не пожалел, что я сделал это ради Господа. Драгоценный, любовь всегда побеждает. Любить – это значит давать. Я верю, что Дух Святой говорил в ваши сердца сегодня во время этой проповеди, а возможно прямо в молитве, сейчас, когда мы будем молиться. Можно, Вячеслав, можно выйти поиграть? Сейчас, когда мы будем молиться, Дух Святой будет говорить в ваше сердце. Быть может, Он даст вам какое-то конкретное руководство, что вам нужно сделать, кого Он хочет посетить через вас, кому Он хочет послужить через вас. Пожалуйста, откройте свое сердце, будьте чуткими к Нему. Вы никогда не пожалеете об этом. Любить – это значит давать. Давайте позволим Ему учить нас этому, учить нас своей любви. Давайте поднимемся и будем молиться. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе
за Твою любовь. Она так проста, но в то же время так сильна. Нет ничего сильнее, чем Твоя любовь. Все однажды закончится, но Твоя любовь никогда не перестанет. И Ты никогда не перестанешь любить нас. Ты никогда не перестанешь давать нам свои блага, свою надежду, свою жизнь. Мы благодарны Тебе, что Ты отдал нам самое дорогое – Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа. Мы благодарны Тебе, дорогой Иисус, что Ты отдал свою жизнь ради нас, что Ты прошел через унижение, через боль, через крест, через смерть, чтобы спасти нас. Мы благодарны Тебе за это, бесконечно благодарны Тебе за это. Господи Боже нас, Ты говоришь, что любовь Твоя излилась в сердца наши Духом Святым. Драгоценный Дух Святой, говори в наших сердцах, направляй нас, покажи нам и научи нас, что значит любить ближнего своего. Научи нас этому. Мы нуждаемся в этом. Пусть церковь наша, она будет наполнена этой атмосферой, где люди настроены не на то, чтобы ожидать чего-то друг от друга, но настроены на то, чтобы давать друг другу, служить друг другу. И пусть весь мир узнает, что мы Твои ученики, потому что между нами есть Твоя любовь. В той заботе, которую мы готовы проявлять друг другу. Спасибо Тебе. Говори прямо сейчас в сердца. Прямо сейчас, Дух Святой, говори в сердца, кто нуждается в Твоей любви. И Ты хочешь, чтобы через нас эта любовь была явлена. Говори сейчас и направляй, Дух Святой. Говори и направляй. И мы хотим быть послушными Тебе. Мы хотим ходить в Твоей силе. Мы хотим строить свою жизнь на скале. Через послушание Слову Твоему. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Я благословляю весь Твой народ, каждого, кто здесь присутствует сейчас. Благословляю. Пусть Твоя благодать высвободится в жизнь каждого, чтобы мы могли делать все то, к чему Ты нас призываешь. Тебя же мы прославляем, поклоняемся Тебе, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые в первый раз пришли вообще в церковь. Есть такие люди? Первый раз вы пришли, да? Я хочу вам сказать, что Бог очень сильно любит вас. У каждого человека есть в жизни много неопределенностей. И грех – это значит мимо Божьих целей промахнуться. Это значит жить мимо Божьего пути, который Он приготовил для каждого человека. Именно поэтому люди часто в жизни страдают и переживают пустоту и безнадежность. Но Бог не оставляет нас в таком положении. Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Это сам Иисус сказал. И я обращаюсь вот к вам, тем, кто пришел в первый раз. Хотите ли вы начать свой жизненный путь с Господом? Хотите ли вы открыть свое сердце для Него? Если вы хотите это сделать, это можно сделать сегодня, прямо здесь и прямо сейчас. И я вам помогу в этом. Я хочу пригласить, вот выйдите сюда, пожалуйста, вперед и встаньте лицом сюда к сцене. Я вам помогу совершить эту молитву, открыть свое сердце к Господу, если вы в этом нуждаетесь. Знаете, люди часто смущаются других, но не надо никого смущаться. У вас только одна жизнь, и это ваша жизнь, и только вы ее проживете. Никто за вас ее не проживет. Встаньте лицом ко мне. Назовите имя, пожалуйста. Меня зовут Сардана. Может быть, кто-то есть еще вместе с Сарданой и со мной помолиться и обратиться к Господу, свое сердце для Него открыть, принять прощение грехов, вечную жизнь от Господа.
Тогда мы помолимся вместе с Ардамой. С Ардамой, вы хотите это сделать? Открыть свое сердце Господу. Давайте закроем все глаза, с Ардамой закроем, чтобы не смущаться просто. И повторяйте за мной молитву. Отец Небесный, я прихожу к Тебе. Прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я открываю свое сердце для Тебя, потому что нуждаюсь в Тебе. Дорогой Иисус, будь моим Спасителем и Господом всей моей жизни. Я доверяюсь Тебе с этого дня и до конца жизни моей. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы сейчас помолимся за вас и благословим вас. Отец Небесный, спасибо Тебе за драгоценную дочь Твою. Ты всегда знал ее, всегда любил ее. Это Ты ее сотворил. И однажды она пришла в этот мир, потому что Ты этого захотел. Мы благословляем дочь Твою. Она наша сестра. Мы принимаем ее в нашу духовную семью. Господи, пусть вся Твоя любовь откроется ей. Все то, что Ты для нее запланировал, все Твои добрые намерения пусть осуществятся в ее жизни. А все замыслы дьявола пусть будут разрушены в ее жизни. Никакие замыслы лукавого не состоятся в ее жизни. Только Твои планы пусть осуществляются. Благословляем дочь Твою во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пастор Алексей. Да, спасибо большое за слово. И у нас есть добрая традиция в церкви. Мы не можем человека отпустить просто так, не поблагодарив. И мы периодически, я бы сказал, каждый раз пытаемся благословить служителей, которые к нам приезжают. Мы собираем дар любви. И вот в конце у нас собрание сегодня это не потому, что я вот знал, что такое слово будет, что любить это значит давать, но прямо сейчас мы соберем дар любви. Что это означает? Это означает, что эти деньги, они пойдут непосредственно нашему епископу, его семье. Если вы хотите поучаствовать в его жизни, благословить этого замечательного человека и служителя, вы можете пожертвовать эти деньги непосредственно ему. И вот здесь я приготовил такое вот ведерко специальное, вот зелененькое. Кто у нас будет, вы помните, да, вот зелененькое, это Андрею. Также можно отправить на карту церковную, но большая просьба написать Андрей. И тогда людям будет понятно, что это для епископа Андрея. Если вы не напишете, эти деньги тоже не пропадут, они пойдут в церковь. Но еще раз, они пойдут в церковь. Если вы хотите его благословить подобным образом, обязательно укажите. Хорошо? И тогда эти деньги, они пойдут ему. Нам нужно сфотографироваться, да. Но смотрите, сначала давайте мы еще раз Господа прославим. И после этого большая просьба, не разбегайтесь. Вот была просьба, да, сделать общее фотографии. Мы епископа позовем сюда. Вот здесь, может быть, перед сценой встанем и сфотоемся. Хорошо? А сейчас, да, группа прославления, можно уже не бояться, стучать каблуками, активно идти на сцену. Давайте мы поднимемся, и мы еще раз Господа прославим. Ты зажигаешь
встретиться в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце, сердце огнем пылающей любви. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Пройду печаль и страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в тебе моя надежда, с тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Не забывай, 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 не забывай. Аллилуйя, не забывай. Слава Богу. Внимание, сейчас мы все пойдем пить чай. Перед этим нужно сфотографироваться. Да? Пару объявлений. Ко мне подошли просто люди, кто вот организовывает все у нас внизу. Большая просьба.